В этом видео пойдет речь о значимой и влиятельной личности в истории ингушского народа, о Джончаре Бикбузарове, сумевшего присоединить к Ингушетии новые территории. Одной из важных вех карьеры Джончара Бикбузарова, обусловившей его роль в важнейшем этапе ингушской истории XIX века, стало его участие в процессах присоединения новых территорий и переселения части горных обществ ингушей населения плоскостной части края, а именно Кёскем, Псидах и Сагапши, нынешняя территория Малгобекского района. Эти земли, возможно, были ингушскими до завоевательного похода кабардинского князя Темлюка на ингушей в 1562 году. Какое-то время Джончар управляет вновь приобретенным округом в качестве старшины селения Кёскем, являлся центром новых земель с сохранением должности депутата окружного народного суда, а после рождения внука Сасламбека, будущего генерала российской армии, перевозит в Кёскем из Хамхи свою семью с братьями. Джончар Бикбузаров в 25 лет проходит старшиной от хамхоевской фамилии. Решение о приобретении в 1859-1860 годах за счет казны земли у бывших владельцев кабардинских князей Биковичей Черкасских было принято при личном участии главнокомандующего Кавказской армии на Кавказе Михаила Романова, с которым Джончар был достаточно близко знаком. Об этом говорят несколько фактов. Джончар по приглашению отправляется на несколько месяцев от Галгаевского общества в Москву на коронацию брата Михаила Романова, нового российского императора Александра II. В 1836 году Джончар Бикбузаров участвовал в походах для усмирения неповиновавшихся жителей сел Горной Осетии. Джончар указан в числе ингушских старшин Галгаевского общества, подписавшего прошение кавказскому наместнику о возвращении сосланных в Россию аманатов и направлении ингушских детей для получения образования в военно-учебные заведения Санкт-Петербурга и в Лейб-гвардии. В 1856 году Джончар Бикбузаров находился делегатом от Галгаевского общества в Москве по приглашению на коронации императора Александра II.